Тут может быть такое, да, что вот там клановое сознание якобы возрождается и так далее. На самом деле это не так, и я скажу сразу, что я очень положительно отношусь к такой практике. Дело в том, что самосознание этническое, оно вот у наших народов, кстати, общее, очень схожее у нагайцев и у башкир. Оно основывается на истории семьи, естественно, а семья очень тесно связана с историей того рода, к которому принадлежит семья. И, соответственно, если человек, скажем так, башкир, и история его семьи восходит к истории рода Кыпсак, он и будет себя воспринимать, да, сначала как Кыпсак, потом как башкир. То есть это вот как некая часть фундамента, на котором основывается его этническое самосознание. И мне кажется, что вот такого рода практики, они, в общем-то, достаточно положительно влияют. То есть это память, которую, очень неразумно, я бы сказал, стирать. У нагайцев и у башкир есть очень много общих проблем. Это проблемы, связанные с сохранением языка, например, да, проблемы, связанные с сохранением этнической идентичности. Очень много проблем, которые были где-то в скрытом виде даже, они выявились сейчас, когда стала приближаться всероссийская перепись населения. И здесь выявилось, что у нагайцев и у башкир, оказывается, есть какие-то общие проблемы, связанные с идентичностью некоторых пограничных групп. Если мы возьмем, например, нагайцев, то сегодня выявилась проблема, связанная, например, с идентичностью юртовцев, нагайцев в Астраханской области, которые в советские годы были записаны татарами, у них преподавался татарский язык в школах. И сегодня многие юртовцы говорят о том, что нет, они на самом деле нагайцы. И в связи с этим выявляется довольно много проблем, связанных с тем, что кому-то не нравится это. К сожалению, есть очень нервная реакция в Казани, и я, собственно говоря, с этим сталкиваюсь, к сожалению, потому что относительно недавно я был с экспедицией в Астрахани и работал как раз по очень широкому кругу вопросов, но в том числе побывал и в карагашских и юртовских нагайских селениях, и это вызвало, на мой взгляд, абсолютно неадекватную нервную реакцию в Казани. И мне кажется, что, конечно же, это действительно абсолютно неадекватная реакция, во-первых. Во-вторых, она связана с позицией, в общем-то, не очень большого круга националистов, мне кажется, в Казани. И, в общем-то, эта реакция, она свидетельствует о такой неуверенности, да, которая есть среди этих людей, потому что, если бы, допустим, тот же спор шел об Астрахани, да, то есть если в той же Астрахани юртовцы — это татары, зачем нервничать, да? По поводу того, что они запишутся нагайцами. Правильно ведь? То есть если на вашей стороне правда, то, наверное, должно быть так, что запишутся они снова татарами, и все будет хорошо. То есть это некое такое, это свидетельствует о неком таком нервном состоянии, скажем так, да. И это как раз-таки свидетельствует о том, что те процессы, которые происходят, они объективны. То есть объективно происходят процессы возвращения этнического самосознания, да, укрепления этнического самосознания. И с этим с помощью таких окриков, откуда бы то ни было, невозможно бороться, мне кажется. И я знаю, что и здесь, в Башкортостане, есть, да, такие проблемы с пограничными, да, группами башкир, и точно такие же
оказывается, происходят процессы, да, то есть есть возрождение этнического самосознания, есть стремление к его возрождению, и в то же время есть такое очень серьезное противостояние, скажем так, да. И, конечно же, вот такого рода проблемы, наверное, вот ставят какие-то общие вызовы, да, перед нашими народами, то есть и перед башкирами, и перед нагайцами.